Сегодня мы находимся в Центре театра, кино и креативных индустрий, где проходит полуфинал второго регионального вокально-инструментального конкурса «Молодые голоса Ингушетии». На сцене выступят талантливые дети и взрослые. Ну что, погнали? Роза, что ты ожидаешь от сегодняшнего полуфинала и как ты рассчитываешь оценивать всех ребят-участников? В первую очередь объективно, как всегда. Думаю, что результат будет хороший, потому что, в принципе, детишки показали неплохой результат, как я и говорила, что каждый год появляется все больше талантливых детей, и это очень радует, поэтому у нас сегодня большие надежды на конкурс. Победят именно сильнейшие, на объективность жюри, я уверена, на все 100%. И хочу пожелать ребятам, конечно же, удачи. Если в первый раз мы были более лояльны, то в этот раз мы будем более строже. И, надеюсь, все справятся со своей задачей. Волнуешься перед выходом на сцену? Нет, я не волнуюсь. А что нужно сделать, чтобы не волноваться? Может, какие-то рекомендации даже для других участников или для наших телезрителей перед важным событием? Но перед важным событием я всегда думаю о своей мелодии. Мне больше ни о чем, а только о своей мелодии, как ее правильно сыграть. Угу. Ну, это правильно. Что можешь пожелать нашим участникам конкурса, ну и себе в первую очередь? Сначала я участникам, чтобы они все заняли, чтобы они прошли финал, получили хорошие места, ну и чтобы хорошо очень сыграли. Ну ты добрая душа, мы тебе тоже желаем удачи. Давай. Хотел, уважаемый жюри, напомнить вам, что мы оцениваем от 1 до 10, вы должны оценить балл, насколько сыграл или там спел наш участник. Ну и следующий у нас это ансамбль Горчханова Ясмина и Горчханова София. Расскажите, что будете играть сегодня? Мы будем играть песенку «Ковбои Крамера». Готовы? Да. Волнение есть? Нет. Удачи! София, расскажи, как ты готовилась к полуфиналу и что будешь играть сегодня? Сегодня я буду играть концертный этюд Геллера, тональности си минор. К полуфиналу мы готовились заранее, подготовились, очень старались сыграть красиво, хорошо, чтобы в полуфинале сыграть достойно и представить нашу школу, детская школа искусств города Карабулак. Всем мы желаем, в принципе, удачи, а самим мы желаем первого места, ну и 50 тысяч. А вы уже придумали, на что их потратите? Разделим, а так не знаем еще. Я
звать Заура Мария Ибрагимовна, представляю музыкальную школу искусств города Назрань. Я рада, что прошла в полуфинал, надеюсь на дальнейшее решение жюри. А мы продолжаем вас знакомить с участниками конкурса «Молодые голоса Ингушетии». Рядом со мной сейчас находится Рахима Цурова. Рахима, привет! Привет. Расскажи, как твои дела? Готова к полуфиналу? Да, готова, я долго готовилась. У тебя здесь дружок. Расскажи про него. Мы купили его только что для сцены. Я думала, это как группа поддержки или талисман какой-нибудь. Это группа поддержки вообще. Это твой плюшевый друг. Кто тебя сегодня еще поддерживает? Мама и сестра. Угу. Что ты можешь пожелать участникам конкурса и себе в первую очередь? Чтоб они прошли, чтоб выиграли. Мы тебе тоже желаем удачи, пусть все у тебя получится. Давай печенье. Украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Пока еще с нами Господь, истинно с нами.
бойся, переживем мы все невзгоды и печали, и нам не страшно с тобой вдвоем. Мы все причины разгадай, да ты не бойся, нелегок путь, печаль на небе темно-синем, ты только сильная и смелый путь. Люблю тебя, моя Россия. Солдат на выходной, пуговицы в ряд. Я часом ночная война, золотом горят часовые на посту. В городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице. И от девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное ты, чтобы его далекая, любимая ждала. Я очень рада, что я прошла первый тур. Я также надеюсь, что и второй тур я пройду. Я другим тоже хочу пожелать, чтобы у них все получилось, чтобы каждый достиг своих ожиданий, своей цели, чтобы у каждого все получилось. Идет, воюет год, далекий год, на плётке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть и горят войны, пожары, счастливый май, любимый край своих солдат. Встречай скорее от ран обид, земля дрожит теплом души, ее согреет. И все одно весне увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся, что юга отмела, что верба расцвела, и прадед мой своей домой вернулся. Начинается родина с картинки в твоем букваре, с хороших неверных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Сегодня я буду исполнять песню «Офицеры» из кинофильма от героев былых времен. Да, есть немножко, конечно, будет волнение. Участвую я уже не впервые, уже второй раз. Вот я уверен в том, что я пройду. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь и пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто
что были в жизни людей годы, когда вот так убежали такие, как я, 18 годков войны, их души были прочней стали, они в боях за Россию пали, и в память вечно хранит обелиском хранит. Сколько лет прошло с той весны, когда не стало войны в моей огромной стране. Сколько лет промчалось с тех пор, только вечный костер мне говорит о войне, о войне. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, вы свобода вас сияет, доставляя в унисон звучат сердца. Ты самый настоящий кадет, понимаешь? Потому что ты прям до конца тянул ноты, вы взяли слишком высокую тональность. Это не мы. А кто ему подобрал? Вот Неправильно. из дому приехал, вы видите? Но ты, тем не менее, ты не сдался. Ты как настоящий ингуш, как настоящий борец, как настоящий кадет, все сделал до конца. Молодец, вот за это тебе отдельное спасибо. Дальше, тоді чаквал дал на злобу. Ты умница. Молодец. Ты, любимая, знаю, не спишь.
буду исполнять довольно популярную песню, балладу о матери, ну, то есть еще и можно назвать Алешенька. Я, наверное, не волнуюсь абсолютно. Нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Снова от меня ветер впереди тебя уносит, не оставив мне даже тени взгляд, и он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не порочил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Был он рыжим, как из рыжика в раку, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была, и от солнышка сыночка родила. А другой был черным у нее, черным будто горевшее смолье. Хохотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. Вот и прошел наш второй этап, это полуфинал. Я прошу вас, ребята, вы все талантливые, вы все реально талантливые. Я хочу вам объяснить, что взрослый вокал у нас проходит 3 человека. Детский вокал 6 человек, потому что там 3 номинации, 3 призовых места. И инструментальное там проходит 3 человека. Чтобы вы относились с пониманием, и сейчас я передаю слово представителю жюри Розе Якажевой, которая озвучит победителя, наверное, скорее всего, взрослый вокал первый будет у нас. Выступили хорошо. Нам, членам жюри, было на самом деле порой очень нелегко. Мы спорили даже друг с другом, потому что все вы такие замечательные по-своему. И выступали хорошо, и готовились. Но, к сожалению, это конкурс, и мы, конечно, всех вас забрать не можем. Но прежде всего я хочу сказать, что те, кто не проходит следующий финал,
Вы не чувствуете себя проигравшими. Вы выиграли. Так, я объявляю взрослый вокал. Номинация проходит Олешковская Виталина, Аплодисменты. Давайте поаплодируем. Гадагажева Раяна, Девушка, сюда. Сакаев Рамзан. Ну и теперь детский вокал. Как они волнуются. Хашиева Фатима. Молодец. Тукаева Лина. Азраил Исиев. Заурова Рабия. Евлоев Батрудин. Исаева Ясмина. Исаева Ясмина. Инструментальная была самая сложная категория, конечно, потому что очень сложно среди вас всех определять, и возрастной нету, и народники, и академисты. Честно говоря, мы тут чуть не подрались с членами жюри. Вот. Но, опять-таки, те, кто не прошел, не расстраиваемся, все еще впереди. А можно я дополню? Я хочу сказать, что сразу не огорчайтесь. Из вас, из всех участников, как у директора этого конкурса «Молодые голоса Ингушетии», у меня есть право выбрать одного участника. Из всех категорий только одного. Поэтому в финале я могу озвучить свое имя тоже. Это тайна, да, пока? Да. Он думает. Я еще думаю, да. Давай. Так, Гадаборшева Фатима и Ахмат Яхьяева. Мальсагова Алиса Магомедовна. Маматиева София Магомедовна. Вот эти три финалиста у нас проходят, а теперь я хотел бы озвучить, вы знаете, я бы хотел все-таки в финале, мне хочется видеть, знаете, я надеюсь, что вы со мной согласны, жюри, уважаемый жюри, в финале я хочу видеть национальную кормушку. Поэтому, сестры Тимурзиевы, прошу вас сюда. Я свой голос отдаю вам, я очень хочу видеть кормушку национальную. Я вам всем желаю, искренне желаю удачи. Пускай она сопутствует вам во всех ваших начинаниях. Только не расстраиваться, потому что вы все молодцы.